Добрый вечер. Сегодня 10 марта, четверг. Это 742-й день аннексии Крыма. Время новостей. АТРу пообещали погасить долги. Премьер-министр Яценюк поручил выделить 5 миллионов гривен из госбюджета на оплату долга Первого крымско-татарского телеканала. По словам министра информационной политики Юрия Стытя, в ходе переговоров со шведской компанией СЭС «Астра», которой АТР задолжал около 10 миллионов гривен, была достигнута договоренность, что деятельность АТР не будет остановлена до решения вопроса с задолженностью. Але тим не менше, незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник з ефіру. Тому я просив би дати доручення Мінфіну, Мінсоцполітики і Мінінформполітики, щоб протягом 2 тижнів ми знайшли рішення і ці кошти надали кримсько-татарському телеканалу АТР, щоб він ліквідував цю заборгованість, та відповідно далі кримсько-татарський телеканал АТР міг мовити в світі і розповідати про кримських татар, які залишились в Криму на, сподіваюсь, тимчасово окупованій території України. Дякую, Юра. Тобто частину заборгованості, я так розумію, ви провели переговори. Якщо ми сплатимо частину заборгованості, то іншу частину вони спишуть. Так. У нас в бюджеті було в поточному році близько 60 мільйонів на підтримку кримсько-татарського народу. Так, це було затверджено бюджетом за нашою кабмінівською пропозицією Верховної Ради. Тому я прошу Міністерство фінансів разом з Міністерством інформаційної політики, Вячеслав Анатолійович, вас взяти під контроль для того, щоб ми 5 мільйонів і Мінсоц, там розпорядник міністерства, він у тебе, Павло? Значить, ти тоді як основний розпорядник бюджетних коштів, от, щоб ми швиденько погасили цих 5 мільйонів, а 5 мільйонів тоді, я так розумію, Юр, ви вже допрацюєте, щоб ми їх списали, щоб канал функціонував. Я дякую за те, що ви провели ці переговори. Дякую. Суд о запрете Меджлиса перенесли еще на неделю. Во время заседания Верховного суда аннексированного Крыма адвокат Джемиль Темишев попросил отложить заседание, так как защита получила материалы дела только в понедельник, и он не успел проработать более 600 страниц так называемых доказательств. На первом заседании по этому делу прокурор российской администрации Крыма Наталья Поклонская попросила приобщить материалы, которые, по ее мнению, подтверждают экстремистские и противоправные действия Меджлиса крымско-татарского народа. Сегодня на заседании прокуратура подтвердила свое ходатайство о приобщении достаточно такой объемной кипы бумаг и 8 дисков, после чего наши адвокаты заявили о том, что необходимо время, тем более учитывая выходные дни, речь шла о рабочих днях, для того, чтобы все-таки, согласно законодательству и необходимости, ознакомиться с этими документами. Мы успели просмотреть эти документы, эти диски. Там есть акты об осмотре интернет-ресурсов, сайтов, страниц Фейсбука, членов Меджлиса некоторых. Там есть документы касательно дел 3 мая, дел 26 февраля, касательно дел уголовных в отношении Рифата Чубарова, Мустафы Джемилева, блокады, лично Ленура Ислямова. Есть различные распечатки новостей и так далее, то есть там разного характера документы, они разного статуса, разной важности, и вот мы должны по каждому из них проработать и высказать свою позицию. Надежда Савченко прекратила сухую голодовку. Об этом сообщили адвокаты украинской летчицы. Накануне Савченко получила письмо от президента Украины Петра Порошенко, где он попросил Надежду прекратить голодовку. В ответном письме Савченко пообещала перейти на голодовку на воде. Также в письме Надежда благодарит всех неравнодушных за поддержку и обещает сохранить себя для дальнейшей борьбы. Но позже Марк Фейгин, адвокат Надежды Савченко, сообщил, что письмо не настоящее. Это была спецоперация, жертвами которой стала сама Надежда, ее адвокат и генеральный консул Украины в России Виталий Москаленко. Вчера кто-то позвонил генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону, представившись сотрудниками администрации президента Порошенко, попросили телефон Фейгина, связались с ним, также представили сотрудниками администрации президента, попросили электронный адрес, сказали, Петр Алексеевич написал письмо Надежде. Распечатайте, покажите ей. Вот. Ну, собственно, это письмо распечатали и показали. Вот. Но помимо этого письма еще мы распечатали и показали Надежде толстую пачку писем от людей, которые выходили на акции в ее поддержку в последние дни,
Нас заваливали в социальных сетях просьбами к ней прекратить голодовку, словами поддержки. И, собственно, ответ Надежды в ее письме адресован прежде всего этим людям. Вот. Получилась такая интересная ситуация, при которой Путин переиграл сам себя. То есть, с одной стороны, он хотел дискредитировать консулов, адвокатов, саму Надежду, а получилось, что сделал так, что не получалось ни у кого. Мы ее просили прекратить голодовку, ее сестра, ее мать, консулы, политики, вообще не работала. А тут взяла и прекратила. Поэтому я считаю, что это главная позитивная новость за сегодня, что все-таки Надежда Савченко эту голодовку прекратила, что ее не будут принудительно кормить, что она не будет умирать в российской тюрьме, а все-таки сохранит в себе силы для дальнейшей борьбы. Украина и Турция объединят усилия для деоккупации Крыма. Об этом заявили президенты обеих стран. По словам президента Украины Петра Порошенко, вопрос оккупации Крыма был одним из ключевых во время президентских переговоров в узком формате и во время 5-го заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой республикой. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган особо подчеркнул важность обеспечения прав крымско-татарского народа в оккупированном Крыму, общность позиций Турции и Украины в этом вопросе и готовность к активным действиям в этом направлении. Также страны подписали договор о сотрудничестве в вопросах национальной безопасности и обороны. Ми надаємо великого значення потужним реформам, які впроваджуються в Україні, і ми будемо продовжувати підтримувати цей процес. Минулого року ми з Петром Порошенком домовлялись підняти наш торговий оборот до 2020 року до рівня $20 мільярдів. Для бажаного прориву надзвичайно важливо якомога швидше підписати угоду про зону вільної торгівлі. Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат «Женева плюс», за участью гарантів Будапештского меморандуму, Туреччины и Украины. В Киеве состоялась дискуссия относительно второй годовщины аннексии Крыма. В ней приняли участие общественные активисты, деятели культуры и представители религиозных конфессий. Обсуждали статус полуострова и перспективы его возвращения в состав Украины. Возвращение Крыма дипломатическим путем, то есть давлением на Россию. Но реальной стратегии нет, уверен публицист Сергей Датюк. Крымская тема в украинском медиапространстве поднимается недолжным образом. По его словам, украинское общество сейчас прежде всего должно поддержать крымских татар. Якщо Крим ми не можемо повернути, то принаймні на підтримку заслуговує кримсько-татарський народ за свою позицію солідарності з українським народом у цьому питанні. Підтримувати не тільки політично, дипломатично, економічно, а підтримувати в інформаційному просторі по всій території планети. Та ж сама Джамала сьогодні показала, що якщо правильно прорахувати і зробити артефакт, зробити творчий продукт, то с цією ситуацией можно працювати. Правительство не считает себя обязанным заботиться о полуострове, и поэтому эту функцию на себя возложило гражданское общество, считает исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс. Такий єдиний, хто думає про стратегію, це громадянське суспільство. Як взагалі Україну сьогодні веде в майбутнє не влада, не президент, не прем'єр-міністр, не уряд, не парламент, а громадянське суспільство. Мы проиграли Крым в головах, подчеркнула певица Саша Кольцова. В Украине отсутствует культурная политика по отношению к Крыму, и поэтому необходимо ее развивать и бороться за мнение жителей полуострова. Прийнявши, так скажемо, Крим на баланс, росіяни набагато завзятіше взялися за те, що відбувається там, ніж ми за власну територію. Нам потрібно розробити комплекс заходів щодо підтримки української спільноти там. Ми маємо підтримувати українців там культурно більш активно, надсилати їм книги, забезпечувати їм доступ до наших культурних програм. Крым вернется благодаря украинскому народу, уверен режиссер Ахтем Ситаблаев. Однако государство должно создать такие условия, чтобы пособники оккупантов первыми вышли из Крыма. На границе между Крымом и материковой Украиной будет стоять хорошо вооруженное, очень сильно мотивированное воинское подразделение, состоящее большей частью из крымчан. Поверьте мне, зная настроение там внутри в Крыму,
Первыми будут бежать коллаборанты. Их даже не надо будет искать. Я верю в то, что Крым вернется. Вернется в скором времени. Я верю в то, что люди, живущие в Украине, не безразличны и неравнодушны к тому, к той ситуации, которая сегодня происходит. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Саман, АТР. В Крыму огромные очереди на перерегистрацию авто. Жители занимают их с ночи, но все равно приходится проводить в ГИБДД несколько дней. Крымчан много, а сотрудники автоинспекции оказались не готовы к такому наплыву автовладельцев. Самые большие очереди в Симферополе, но и в других городах есть проблемы. В частности, в Керчи не работает электронный терминал. Согласно новому постановлению российской администрации полуострова, крымские водители обязаны получить российские госномера до 1 апреля 2016 года. В противном случае нарушителей ждут штрафы или лишение прав. С Симферополя приехал, думал, что у нас просто очереди большие, думал, здесь побыстрее. Но здесь что-то по сравнению с Симферополем они не работают вообще. Беспокоишься шоферов, понимаешь? Все возмущаем, что как, что медленно идет дело, вот и все. Организовано, но слабовато. Время, сильно долго времени. Тут срок поджимают уже 1 число. 3 часа приехали, и были уже 22-е. То есть заняли очередь, пошли осмотр, и вот здесь стояли очень долго, ждали. Автопробеги и установку палаток приравняли к демонстрациям, а об одиночных пикетах с использованием сборно-разборных конструкций теперь надо сообщать за 3 суток. В России внесли изменения в законы о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. За нарушение этих норм штраф для граждан в 300 тысяч рублей, для должностных лиц до 600 тысяч рублей, а для юридических до 1 миллиона рублей. Крымское бездорожье. На перекрестке Героев Сталинграда и Леси Украинки ремонтные работы продолжаются уже 4 месяца. Вдоль обочин стоит пустая техника, жалуются водители и жители Симферополя. В прошлом году сняли репортаж, получается, перед июнем. Пригнали дворников или кого, получается. Они вот эту вот всю грязь с обочин пособирали, ямы засыпали, получается. Лучше вообще не трогали, потому что после этого, раньше тут было суше. После того, как они эту всю грязь по ямам раскидали, она вся теперь сюда передвинула. Они сняли верхний слой, и то начали аж, вон, видите, щебень. Щебень снимать все. Я спрашиваю, зачем? Вы снимите только верхний слой. Ну, мы снимаем это, вывозим, а потом новое будем засыпать. Уже ж было это. Для чего еще опять тратить деньги? Когда они будут это делать? Может быть, в апреле, может быть, позже будут. Но нам не выехать, не пройти. Вот видите, что мы делаем тут? Настилаем всякое чтобы хотя бы как-то пройти. Жена раненого участника блокады Крыма заявляет, что ее мужа не дают вывести на операцию. Об этом она сказала в утреннем эфире радио «Крым Реалии». А 8 марта на админгранице с Крымом на пункте пропуска Каланчак сотрудник херсонской полиции выстрелил в участника акции по блокаде Крыма. Раненый утверждает, что его пистолет был не заряжен. В полиции открыто уголовное производство в отношении участника блокады. Наша полиция, в которой произошли непонятные реформы, сейчас нарушают права человека. Нам не дают его транспортировать из Каланчакской районной больницы, где в Херсон, чтобы ему провели срочную операцию. Он 4-е сутки лежит здесь, без квалифицированной помощи, без операции. Российские спецслужбы проводят вербовку прямо на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он утверждает, что такие попытки были замечены уже не один раз. Слободян призывает не поддаваться на различные провокации и запугивания, а о подобных случаях сообщать в пограничную службу. У нас были прецеденты, когда граждане Украины, которые скажем так, каким-то образом попадали в поле зрения российских спецслужб. Были попытки их завербовать прямо там, на админгранице, российскими спецслужбами. Например, путем просмотра, просматривали их социальные сети прямо там на контрольных пунктах на админгранице и, найдя там информацию, которую они считали компрометирующей, сразу же говорили. В данном случае, последний случай, который мне вспомнился, это была гражданка Украины, о том, что или же вы начинаете работать с нами, или же мы вас не пустим на территорию временно оккупированного Крыма. В данном случае гражданка
не согласилась сотрудничать с российскими спецслужбами. Ее действительно возвратили, но она сразу по прибытию подошла к пограничникам, рассказала эту всю ситуацию. На борту разбившегося в Бангладеш самолета был крымский татарин. 9 марта потерпел крушение Ан-26, на борту которого находились 4 члена экипажа. Все они были гражданами Украины. Спасатели нашли 3, 2 из них погибли. 1 находится в критическом состоянии в местной больнице. Идут поиски 4-го летчика. Один из погибших членов экипажа, Мурат Гафаров, жил в Симферополе в микрорайоне Ахмечеть. У него остались жена и 3 сыновей. Оставлять переселенцев без социальных выплат и пенсий незаконно, считают правозащитники. Минсоцполитики совместно со службой безопасности по ликвидации мошеннических схем приостановила выплаты почти 1 миллиону человек. Однако в украинском законодательстве нет понятия приостановления государственных выплат, а Управление соцзащиты не имеет права аннулировать справки переселенцев по требованию СБУ, уверены юристы. Государство не может лишать людей пенсии, даже если они живут на оккупированной территории, поскольку пенсия – это заработанные деньги. Общественные организации, которые занимаются проблемами переселенцев, предлагают обжаловать такие решения в суде. Ми не вважаємо за потрібне виплачувати саме виплати по 505-й постанові, а це виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам, які повернулися на постійне місце проживання на неконтрольовану територію. Однак це не стосується виплат всіх інших соціальних виплат та пенсійних виплат, які гарантовані законом. Я нагадаю, що, наприклад, якщо людина народила дитину і має право на виплати по народженню дитини, якщо вона має якісь інші види соціальних виплат, гарантованих законом громадянам України, то вони мають право на ці виплати. Хто такі ці є фейкові переселенці? Та людина, яка 2 місяці живе у Львові, 2 місяці живе в Луганську. Це фейковий переселенець чи не фейковий переселенець? От таке питання можна знайти у законодавстві, відповідь на це питання, чи не можна? Тому що, власне, таких людей насправді, якщо так говорити загально, сотні тисяч. Це підриває ту первісну стратегію держави, яку вона декларувала на початку цих подій в Криму і в Донецькій, Луганській області. Що держава продемонструє такі стандарти дотримання прав людини, такі стандарти поводження з людьми, що російська пропаганда не буде мати жодних шансів. Уряд своими конкретними кроками, на жаль, цю первісну стратегию руйнует. Европейский вещательный союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы «1944». Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности, каких-либо политических заявлений. Песня Джамалы вызвала ажиотаж в разных странах. В Европе композицию встретили с восторгом. В России ее жестко критиковали и назвали политизированной. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.